советские годы про штангистов рассказывали гастрономические небылицы. Например, про восьмикратного чемпиона мира Василия Алексеева говорили, что он закупает хлеб мешками, а молоко пьет литрами. Все это было откровенной ерундой. Но вообще тяжелоатлеты уделяют питанию большое внимание. Не менее легендарный советский штангист Давид Ригерт, который нынче руководит Академией тяжелой атлетики имени самого себя, расскажет нам о меню силачей. Наши корреспонденты специально отправились в Таганрог, чтобы попытаться набрать массу тела по системе Ригерта. В питании тяжелоатлетов главная особенность заключается в том, чтобы есть много. Штангисты, они не заморачиваются по питанию и, в принципе, едят, как обычные люди, завтрак, обед, ужин. Ну и, в принципе, перед сном, так же, как обычные люди, лежа на диване, смотря любимый фильм там или передачу. Однако на базе рацион спортсменов не блещет особым разнообразием. На второе запекаем мясо, на косточки обязательно, ребрышки или мякоть. Жарим, режутся обязательно бульончик с хрящичком. Вот. Когда штангистам необходимо сбросить вес, они садятся на диету. Вот ее составляющая. Это бульон, который должен быть, необходим быть каждый день на столе спортсмена. Молодая телятинка, которая очень быстро усваивается в организме, придерживают свой вес, переходят именно просто на бульон. Они пьют бульон и кушают отварное мясо. Чемпион Олимпийских игр 1976 года по тяжелой атлетике, а ныне тренер нашей сборной Давид Ригерт лично контролирует качество приготовленных блюд. Хорош. Рацион тяжелоатлетов напрямую влияет на достижение высоких спортивных результатов. Один раз не доесть, это ничего страшного. А если систематически недоедание, там качество продуктов не то, естественно, спад результата. Повара с трепетом ждут вердикта тренера сборной, набравшего в свою тарелку всех приготовленных явств. Повара, держись. Качество блюд, как всегда, оказывается на высшем уровне. Трапезе спортсменов дается зеленый свет. Ну вот, я люблю борщ. У тяжелоатлетов есть специальная схема по набору веса в преддверии соревнований. Ни в коем случае нельзя садиться и съедать там сразу 5 килограмм, потому что усвоится все равно там, грамм 200, например. Лучше по чуть-чуть, но каждые там 2 часа. Бывает и так, что спортсмены не хотят кушать, а надо. Было такое желание расстегнуть пузо, открыть его, положить по полочкам эти с тарелок, все туда сыпать и закрыть все это обратно. Очень лень сидеть на самом деле и все это пережевывать. На базе штангисты проводят 10 месяцев в году. А когда ребята уезжают с базы, то непременно теряют вес. Если уже поехал домой, то точно знаешь, что формы не будет никакой, вот, вес упадет и прочее, прочее. Потому что, во-первых, тренировками так не получается, с питанием, разумеется, не получается. Когда же после поездки домой ребята возвращаются на базу, первым делом они идут, нет, не в спортзал. Сразу бегут на нашу кухню и говорят, что они за нами очень соскучились. И соскучились за нашей пищей, которую мы для них готовим. Старания поваров не проходят даром. После трапезы спортсмены, набравшись сил, тренируются с огромным энтузиазмом. Сейчас ребята готовятся к чемпионату мира. Они полны желания в очередной раз всем доказать, что наша сборная по тяжелой атлетике не зря считается одной из самых сильных на планете.